Национально-освободительное движение 1916 года. Причины восстания. Начавшаяся 1914 года Первая мировая война, в котором участвовала и царская Россия, принесла ее народам тягчайшие страдания, усилия, социальный и национальный гнет. Неизмерно увеличились произвол и население царских чиновников на окраинах империи. В Казахстане продолжалось массовое изъятие земель у казахов, в первую очередь в северо-восточных районах Сырдаринской, на юго-Семиреченской и ряде других областей. В одной лишь Семиреченской области за первые 3 года войны было изъято 1800 десятин лучших пастбищных и походных угодий, а истинные хозяева этих земель казахи силой были выселены в мало или совершенно непригодные для ведения хозяйства пустынные и полупустынные районы. Отобранные у казахов земель раздавалось царским офицерам, чиновникам, духовенству, казачьему войску и крестьянам-переселенцам из России и с Украины. К середине 1916 года общая площадь изъятых у казахского населения земель составила 45 миллионов десятин. Война поглощала огромное количество сырья, продовольствия, скота и других материальных ценностей. В связи с этим на плечи казахского населения обрушились новые тяготы, обязательные поставки мяса, массовая реквизиция скота, был введен новый военный налог на кибиток, увеличены земельные сборы, а также дорожные и другие сборы. Налоги на местное население с начала войны возросли в 3-4, а в отдельных случаях в 15 раз. В 1916 году рост классового и национального угнетения, ненависти к войне становился повсеместным. Война ускорила процесс вызревания общенационального кризиса в стране, одним из ярких проявлений которого стало национально-освободительное восстание в 1916 году, охватившее почти все регионы Казахстана и Средней Азии. Главными причинами восстания стали усилившийся колониальный, национальный гнет, произвол местных властей, политика русификации, массовое изъятие пастбищных земель у казахов под переселенческие фонды 45 миллионов десятин, мобилизация мужского населения на фронт, обострение всей совокупности национальных и социальных противоречий вызвала война. Началась массовая реквизиция скота и фуража. Неизмерно выросли налоги, резко ухудшилось положение рабочих в городах, на промышленных предприятиях. В годы войны Казахстан стал местом размещения военнопленных. Непосредственным поводом к восстанию стал царский указ от 25 июня 1916 года о реквизиции на тыловые работы инородного мужского населения Казахстана и частично Сибири в возрасте от 19 до 43 лет. Казахское население набиралось для работы по созданию оборонительных сооружений в районах действующей армии, строительство дорог. Из Казахстана и Средней Азии планировалось набрать 400 тысяч человек, в том числе из областей, населенных казахами, около 240 тысяч человек. В начале июля почти во всех регионах Казахстана начались стихийные выступления, вскоре переросшие в вооруженные восстания. Первыми удар народного гнева приняли на себя волостные управители, аульные старшины и прочие низовые агенты царской администрации, непосредственно составляющие списки на тыловые работы. Пользуясь отсутствием у казахов метрических свидетельств, они произвольно включали бедняков в списки независимо от возраста, а байских сыновей за взятки освобождали от призыва. На практике система составления списков породила массовое взяточничество и злоупотребление. К тому же царские власти освободили от набора должностных лиц волостных, сельских и аульных управителей, низших полицейских чинов из коренных жителей, имамов, мул
и мударисов, счетоводов и бухгалтеров в учреждениях мелкого кредита, учащихся высших и средних учебных заведений, чиновников, правительственных учреждений и лиц, пользующихся правами дворян и почетных горожан. Трудящиеся, доведенные до отчаяния жестоким указом царя и несправедливыми методами его исполнения на местах, вооруженные чем попало, бросились на представителей царской власти, волостных управителей, аульных старшин, полицейских казаков, чиновников и с криками «Не дадим людей!» расправлялись с ними. Они поджигали канцелярии и дома волостных управителей, аульных старшин, уничтожали делопроизводство и списки мобилизованных, наивно полагая, что таким путем избавиться от набора на тыловые работы. Главной целью восстания 1916 года являлось национальное и политическое освобождение. Тем самым она подавила итог всей предыдущей борьбе казахского народа за свободу и независимость.